Всем здравствуйте! На телеканале Якутия-24 программа «Мы вам покажем». Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня мы находимся в замечательном частном доме. В гостях у Алены Постниковой. Алена у нас занимается, творит, да, многое делает своими руками, творчеством. По образованию она у нас учитель. Да, педагог. И посмотрите только вот какие замечательные игрушки, если присмотреться поближе, сразу видно, что эти игрушки хранят очень такую долгую историю. Пришли они, сохранились с советских времен. И Алена коллекционирует эти игрушки, мало того, еще и реставрирует их, да? Алена, здравствуйте, очень приятно. Очень приятно с вами познакомиться, спасибо за приглашение. Расскажите, вот когда вам пришла идея собирать именно советские игрушки и почему? Ну, летом я получила как бы мини-наследство, это получила старые игрушки бабушки с дедушкой, но они были очень в плачевном состоянии, многие там разбились. Да, краска сошла. Я думала, как бы все это отреставрировать, дать им вторую жизнь. Да, дать им вторую жизнь. И вот я смотрела в Ютубе разные там видео, оказывается, их очень много. Люди этим занимаются. И я тоже как бы решила этим заняться. Ну вот, и вот видите, у меня на елочке они уже висят. Вот, например. Многие отреставрированные, здесь почти большая половина это отреставрированные перекрашенные, да. Да. Смотрите, вот какие У некоторых игрушек были такие большие сколы, например, как здесь. И оказывается, все это можно отреставрировать. Оказывается. Так. Ну вот. И этим я уже как бы занимаюсь, хочу уже профессионально этим заняться. Здорово. И увлекло меня. И как можно, вот неужели, да, возможно что-то придумать, как-то склеить, вот как это? Да, ну сейчас есть очень много, оказывается, хороших материалов. Например, для этого используют эпоксидный клей, оказывается. Именно вот для стекла. И когда высыхает клей, тогда он становится очень прочным, почти как пластик, твердый пластик. И все это покрывается топ-гель лаком, И оказывается. это вот наши ноготки, да? Да, то, что мы используем. Девушки знают. Да, и сверху уже лакокрасочное покрытие. Все. Оказывается, это не так уж сложно. В принципе, несложно, да? Да, несложно. Достаточно вот купить материалы и уже отработать как бы свою руку, можно сказать, да, потом уже это не так уж сложно. И вы нам сегодня покажете, что конкретно. Да, я сначала покажу, ну, как бы, что надо сначала сделать. В первую очередь надо все это хорошо, как бы, помыть, обезжирить. И для этого используется, как бы, жидкость для снятия лака. Опять же, да? Так. И вот перекись водорода, чтобы снять вот эту черноту. Все, а потом я покажу вам, как отреставрировать трубочку. Оказывается, трубочка это самое слабое место вот этих игрушек. Они очень часто разбиваются, ломаются, особенно когда снимаешь прищепку. Из-за них могут пойти трещины. Трещины тоже как бы укрепляют эпоксидным клеем. Вот таким клеем. А вот такие большие сколы делают тоже эпоксидным клеем, но другого вида, называется эпоксипол. Он более такой густой, как, можно сказать, густой пластилин, можно сказать, да? А это более жидкие. Они подходят для именно вот таких трубочек, для укрепления трещин. Вот. Ну, я это уже предварительно я помыла, поэтому сейчас я так сниму черноту. Потому что все равно, если вот покрасить, получается, сквозь видно все вот эта чернота, видно, да? Так. Ну вот, просто берем палочку, макаем в перекись водорода, и все вот так снимаем. Вот видите, так. Она сразу отходит, да? Она сразу отходит, Ну, сильно вглубь не надо, просто вот почистим. И становится прозрачной, да? Да, почистим трубочку. Вот, все. У этой игрушки амальгама очень хорошо сохранилась. Вот тут немножко вот краска сошла. Это просто покрасим, все, трубочку сделаем, и игрушку можно уже повесить на елочку. Ну, займет по времени это, не так уж много времени. Подсыхает быстро, да? Эпоксидка высыхает, вот
момент эпокси, она очень быстро высыхает, надо буквально за 3 минуты все это перемешать, смешать, да, и быстро нанести, потому что она уже отвердевает и все. Вообще за считанные прям Да, за минуты, да? считанные минуты оказывается? получается. Ну все, вот видите, чистая. Осталось только эпоксидкой трубочку сделать. Так, Так, и что еще? Обязательно желательно это одевать Перчатки, да? перчатки, Работать. потому что она очень липкая, эпоксидка. Ага. И вот такой палочка такая нужна, стек пластиковый. И вот такое что-нибудь такое пластиковое, потому что оказывается на пластик эта эпоксидка не приклеивается. Только на стекло и на другой материал. Так, ну здесь соотношение, читаем инструкцию внимательно. Здесь 1 к 1 соотношение. Нужны вот такие палочки, трубочки, коктейльные, толстые, они более такие плотные, можно сказать, да. И вот, смотрите, надо их... эпоксидка на них не приклеивается, на трубочку. Поэтому легко снять и не теряя форму, можно сказать. Видите, трубочка немножко узковата, поэтому делаем так. Надрезаем отрезочки. Вырезаем, да, так. Чтобы вот хорошо село, можно сказать. Их нужно сверху, да? Да, сверху друг на чтобы друга. Трубочка да. казалась толще, да? Да, Была да, да. толще. Оп. Так, сейчас примериваем. Все равно болтается. Надо, чтобы она плотно так села, Конкретно. не болталась. У эпоксидки есть специфичный запах. Ну, можно желательно маску одевать, конечно. Так, сейчас примериваем. Ну, уже более-менее, да, не двигается. Так, все. Теперь уже беремся за эпоксидку. Все лишнее убираем. Момент эпокси. Она стоит где-то в пределах, ну, в среднем 400 стоит вот один такой набор. И хватает на много игрушек. Потому что там по чуть-чуть надо брать. Но, к сожалению, я в Якутске пока не нашла вот такой клей. Именно вот такой именно момент эпоксии. Поэтому я заказываю. Да. Есть, конечно, другие клеи, но они мне не очень понравились. Обычно, оказывается, продаются, где вот продаются автомобильные запчасти и так далее. Местах, да? В автолавках, да. Ну, они слишком жидкие были, мне они не понравились. И все, вот берем, хорошо смешиваем. И в течение буквально за 3 минуты мы должны все это так нанести. Потом, когда она подсохнет, убираем трубочку. И лишний клей, да, можно просто либо ножницами резать, либо пилочкой для ногтей. Все. И наносить нужно там, где нет стекла, да? Да, там, где нет стекла, но я иногда захожу за вот, ну, полностью делаю. Ну, чтобы было, чтобы укрепить, можно сказать. Все. И ждем, пока она высохнет. Но она некоторое время займет. Можно поставим. Девочка. Эту? Вот девочка. У этой девочки был большой как бы скол снизу и почти отсутствует трубочка. Я это сделала. Видите, потрогайте. Потрогайте там. Как твердое стекло, да, как пластик твердый. Да, оно толще даже, чем вот сама игрушка. Да, это я сделала, эпоксипол называется, это холодная сварка. А теперь уже трубочку уже я могу сделать вот таким клеем. Все, и можно будет повесить, да. Вот здесь я уже сделала трубочку, вот так. И я вот аккуратненько сначала снимаю то, что внутри. И мне нужна, вот такая вот, как она называется, забыла. Щипцы, да? Щипцы для бровей. В общем, все женские штучки у нас тут пригодятся, да? Все, что у нас дома. Вот убираю, Так. а потом аккуратненько вот так убираю. Все, вот. И вот это лишнее, пока она, видите, она немножко мягкая, она не полностью отвердела, я просто беру ножницы и Подравниваете, подравниваю, да.
То есть, когда высохнет у нас вот эта игрушка, то же самое нужно будет проделать, да? Угу. Все, вот так подровняла. Надо И же. теперь остается второй слой, это уже покрывает топ-гель. Именно Ага. топ-гель, ну некоторые мастера используют топ-гель именно с липким слоем. Да, я в этом не очень хорошо разбираюсь, только пока начинаю, да. Ага. Но советуют без липкого слоя. Ну, там есть такие нюансы, Нюансы. пока мне их сложно объяснить. Ну, Ага. у меня вот топ-гель лак без липкого слоя. Все приходит с опытом. Да, с Да. опытом. Я вот, получается, начала только с лета, с осени, можно сказать, да, с сентября. Поэтому пока набираюсь опыта. Методом проб и ошибок. Да, конечно, все приходит с опытом. То есть топом мы должны покрыть, да, Ага, нашу трубочку. Да. И вот у нас на готове лампа. Опять-таки, девушки в курсе, ультрафиолетовая лампа, да? Мгм. Ага. Не обязательно покупать самую дорогую, да, вот, например, эту лампу я Мгм. приобрела где-то в пределах 500 рублей, ну, 500 рублей. Мгм. Ага, главное, чтобы она работала, лампочки Ну работали. и подсушила, да? Да, подсушила. Ага. Так, ну все, просто вот так обрабатываю. Мгм. И изнутри я тоже покрываю, чтобы было наверняка. Все укрепляю, чтобы потом ничего не треснуло, ничего не это. Всё. Ага. И где-то вот подсушиваю. Эта игрушка почти готова, можно сказать. Ага. Несколько Так, секунд, да? Несколько секунд, но у меня это где-то на 90 секунд. Так, получается, ну все, вот пока сушится, покажу, как восстановить амальгаму. Но, конечно, не такой блестящий будет, да, но хоть что-то будет похожее. Мгм. Это зеркальная втирка для ногтей, опять-таки. Все, что нужно для шеллака. Да. Ага. Ага. Сейчас попробуем. Ну все, вот высохла, твердая стала. Все, красота. Мгм. Ага. Можно, конечно, немножко подпилить, но здесь все ровненько, поэтому Ага. не надо. Так, теперь берем зеркальную втирку. Это такая пудра блестящая. Ага. Мгм. Чуть-чуть берем на палец. И все это вот так делаю, чтобы зеркальный блеск был. Чтобы блестело, да? Чтобы блестело. Надо Конечно, же. можно и не надо, Ага. можно и без этого, конечно, но так Ну, так делаю. эффектнее, да, наверное? Так эффектнее. И Ага. просто когда я покрою краской, она будет немножко блестящая. Мгм. Все, так. А красить игрушки, получается, какой-то Да, конкретной тоже краской, краски да? разные бывают, конечно, для стекла, по стеклу, по керамике, но обычно пользуются, оказывается, вот фирма Pebeo. Pebeo керамик, но это не прозрачная краска, Мгм. а есть еще прозрачная. Ну, кому как, кому какая краска нравится. Или вот Pebeo тоже витрил, это прозрачная. Ага. Так, если без амальгамы покрасить, она будет такая прозрачная будет. Но с амальгамой тогда уже более такая перламутр, блестящая. Вот Мгм. так будет. Так. Мгм. Поэтому желательно сделать вот амальгаму сделать. Есть, конечно, другие способы восстановить амальгаму. Да, это не просто как вариант. Мгм. Их Доступный, несколько. доступный Мгм, вариант. доступный. Есть специальный спрей краски, который спрыскивает как бы внутрь, опрыскивает, и они эффект зеркала, можно сказать. Ага. Мгм. Но я попробовала одну краску, мне не очень понравилась, видимо, неудачная краска попалась. Мгм. Ну все, теперь второй слой гель-лака, топ-гель. И все, игрушка почти готова, можно сказать. Все. Мгм. Опять подсушиваем. И краска. Конечно, мне пока краски мало, цветов мало, поэтому точно такую краску мне пока подобрать сложно. Мгм. Ну, посмотрим, может, какая-нибудь бордовая краска была. Также используют для восстановления краски так называемые сапанлаки. Они тоже продаются, где запчасти, радио, всякие вот такие радиозапчасти. Сапанлак. Да, сапанлаки. Они, Мгм. в отличие от этих красок, они недорогие. Для металлов, стекла, дерева и Мгм, кожи даже. мгм. Мгм. Некоторые вообще обычным лаком для ногтей Ага. восстанавливают краску. Ну, кому как, потому что выбора очень много. Мгм.
Есть очень дорогие, есть недорогие. Мгм. Вот Пебео, он более такой посередине, можно Мгм. сказать. Ага. Средняя цена, да? Средняя цена. Мгм. Ага. Так, ну все. Осталось восстановить краску. Желательно на трубочку, потому что эта краска подсыхает ну, достаточное время. Всё. Я по профессии не Мгм. художник, Мгм. учитель Учитель английского языка в начальных классах. Ничего себе. Ага, просто, Все вот это ваше хобби. Постоянно что-то узнавать новое, да, да? я без этого никак. Учиться каким-то новым вещам. Да, все время учусь. Вот все, Мгм. и игрушка готова. Да, Куда-нибудь туда поставить, и все, она будет. красота. К сожалению, проблема сейчас у меня с прищепками, потому что я вот недавно приобрела игрушки Мгм. именно на реставрацию. Они приехали у меня из двух регионов. Одна посылка приехала из Московской области, а другая посылка забыла, из Тверской области. Мгм. И, к сожалению, у старых игрушек, они, видимо, то ли где-то, где сыро лежали, пролежали. Заржавели, да? Да, прищепки все Ага. заржавели, я пока не знаю, что с ними делать. Но есть, Ага. наверное, какое-то средство, да, чтобы вот это убрать ржавчину. Скорее всего, Да. должно быть тоже, да? Возможно, в какой-то раствор, да, Да, ага, поэтому их пока, поместить. не знаю, вот они пока у меня лежат. Ну, если почистить, можно покрасить сапан-лаком. Это тоже Мгм. защита от ржавчины, кстати. Мгм. Мгм. Ну все. Мгм. Вот все игрушки, они ждут своего часа. Часа, да? Хочется поскорее все отреставрировать их. Ну вот, такие Мгм. красивые игрушки старинные, да? Мгм. У каждой игрушки своя история. Да. А вот у вас есть такая игрушка, которая, может быть, их несколько, которая вам особенно дорога? Они у Или... меня есть, только они у меня в коробке. Есть же елочка-малютка. Ага. Мгм. И бабушка, когда я была, ну, в детстве бабушка всегда украшала елочку малютки, и там такие маленькие крохотные вот Совсем игрушечки. малюсенькие. Ага. Ага. Кстати, их тоже надо привести в порядок, потому что там у некоторых краска сошла, у некоторых там трещина. Я бы их показала сейчас, но они у меня пока в коробочке лежат. Ага. Мгм. Вот с ними у меня всегда связаны такие теплые воспоминания Из про детства, бабушку, да? да, про бабушку, про дедушки, как я у них ночевала, гостила. Ну вот, ну я их Мгм. обязательно отреставрирую в этом году. Ну, вот эта игрушка самая большая, можно сказать. Да, это кремлевская шишка. Она ко мне попала вместе, ну, в посылке, получается. Мгм. Ну, мне кажется, она как подарок, потому что она почти что, она целая, там трещин, никаких сколов нету. Очень красивая. Просто краска сошла, я ее И покрасила. вы ее покрасили. Да, Смотрите, покрасила. какая она яркая, да, стала? Там очень много игрушек было, я купила весь лот, получается, за 1000. Ну, мне кажется, сама игрушка Мгм. стоит больше. Мгм. Ага. Я была очень рада. Вот такая красивая шишка. И стекло такое толстое, прочное. Мгм. Даже я, кажется, еще роняла ее. Да. Но она не разбилась, слава богу. Но Вот. мне кажется, в ваших руках даже разбить не страшно, потому Все что, равно сделаю. да, Мгм. придется сделать, Ну. и это получится, да? Вот жаль, что прищепка тоже немножко заржавела. Мгм. Может, попробую покрасить. Вот так сниму аккуратненько. Мгм. Вот так. Ой. Вот видите, стекло очень толстое. Да. И оно тяжеленное, можно Да. сказать. Тяжелое-тяжелое. А вдруг я покрою это этим сапан-лаком зеленым. Ну, давайте проведем эксперимент. да? Эксперимент. Так, сейчас попробуем покрасить. Вот проволока такая, Сейчас попробуем. Сапан-лак, конечно, запах не очень хороший, неприятный, но он плюс быстро высыхает, в отличие вот от тех красок. Мгм. Мгм. Но, к сожалению, выбора именно вот палитры мало, можно сказать, да, цветов мало. Только самые основные. Мгм. Зеленый, но все равно ржавчина видно, да? Ну, ничего страшного. А так-то старинные советские игрушки очень дорогие, оказывается. Да, Я- вот я- за сколько сегодня их
можно приобрести? Ну вот начиная от 50 рублей, например, обычные такие шарики, без каких-либо рисунков, да, простые. А их от 50 и 100 рублей. Потом фигурки, они вообще разные. Ну, зависит от эпохи, можно сказать, да, послевоенные, там, хрущевское время, там, 80-е, 90-е, там цены, конечно, различаются, но где-то 250, 300, вот такие основные. А вот такие фигурки, как вот красная шапочка, да, некоторые малотиражные игрушки, вот зайчик, они, конечно, дорогие, от 1000 и больше даже стоят. Некоторые За вообще штуку, там, да? да, за штуку. И вот коллекционеры, оказывается, у них там есть свои, как бы, сайты, можно сказать, да, где проводят разные аукционы. Там прямо битва, Даже, можно да? сказать. Ага, но я пока туда не заходила, не смотрела. Пока мне Ну, это своих прям игрушек. люди, которые фанатично Да, собирают, которые да? прямо есть специальная энциклопедия елочных игрушек СССР, оказывается. И по этим именно вот по этой энциклопедии люди и собирают, оказывается. И очень хорошо разбираются. Я пока только вот начинаю увлекаться этим. Надеюсь, скоро тоже буду хорошо разбираться. Прямо вот эта игрушка какого-то года, да? Автор игрушки, там, создатель Да, кто-то. вплоть до Да, авторства вплоть до даже. авторства, люди знают. Но я пока новичок в этом деле. Ну, думаю, Да. у меня скоро будет Впереди. хорошая коллекция. Ну, пока мне игрушек У хватает. вас уже, да, можно сказать, коллекция. Да, вот эти Не игрушки, маленькая. они вот такие, но, к сожалению, говорят, если вот я что-то покрасила, да, починила, к сожалению, игрушка теряет цену. Ага, получается, я только для себя это, я не могу уже ее продавать. То есть она другим уже не людям. подлинник, да, можно Да, сказать? это уже не подлинник, уже ее никто у меня не купит, можно сказать, только для себя. Для себя. Ага. Поэтому реставраторы, коллекционеры, они даже, вот, например, вот там, как у той игрушки, вот личико здесь немножко свет, краска сошла, да, они стараются это не трогать, оставляют вот в таком виде. Ну, максимально Так, стараются интересно. сохранить Да. первозданный этот вид, можно сказать. Так. Все. Стало даже лучше, да? Да, намного. Все. И игрушечка Смотрите готова. как, да? Очень даже. Сливается с листком, да, и практически не видно. Ну, здорово. Вообще красота. Ну вот столько у меня вот работы предстоит. Все мои каникулы, весь отпуск. А вообще за сколько у вас советских игрушек, не считали? Я не считала. Лично? Я не считала лично, но много. Почти вот они везде. Вот все они. Это почти все отреставрированные игрушки. Вот, вот она, вот. Много было. Но я где-то, можно сказать, отреставрировала, покрасила, починила. Где-то, ну, в среднем 40, наверное, есть игрушек. А так их-то больше, конечно. Шарики я не считала. Вот. В этом году у меня елочка преобразилась вообще до неузнаваемости. Все пластиковые игрушки я отложила в сторону. Коробку пока не открывала. Все, осталось стекло только, да? Вот, вот в недавнем выпуске Сагакюль вот показывала как раз вот эту совушку. У нее там прямо крыла не было, можно сказать, большой скол был. Я сделала ее. Ой, я сейчас. Вот. Почти незаметно, да, что она... Сделали крыло, да? Здесь была большая дырка. Ну Прямо скол вот был видите, большой. наглядный пример, да? Ну, Смотрите, сейчас практически незаметно, ничего да? не видно, и вот невооруженным взглядом совершенно не поймешь, да? И не скажешь, что здесь был вот какой-то подобный скол, да? Вот если сравнить, большая смотрите. дырка была. Ну, удивительно. Действительно, вторая жизнь у игрушек. Я вот не знала, что такое возможно вообще. Оказывается, все возможно. Всё возможно, Только надо действительно. захотеть. Все, вот желание творить. Вот. Здорово. Ну все, вот так. Что еще? Алена, ну в завершении, да, нашего такого хорошего разговора, мастер-класса, вы так хорошо поделились с нами полезными советами, да, я думаю, многие телезрители задумаются. Конечно. Да, и вот как я, возможно, многие и не знали, что все возможно в этой жизни, Можно, да? ничего не выбрасывайте.
Все Ага, можно что бы вы хотели отреставрировать. пожелать нашим? Да, пожалуйста. Ну, конечно, берегите свои игрушки, если они у вас есть, да. А если там они треснуты, там трубочка сломалась, краски нету, не выбрасывайте, потому что все это можно отреставрировать, ведь все-таки это же как бы память истории семьи. Да, да. Поэтому старайтесь, ну, максимально сохранить и не разбивать. Но если разбили случайно, то можно это все легко восстановить. Ну или можете обратиться к Алене и Ну да. подарить или продать. Да, ну да. А то мне уже советуют, давай займись услугами Ага. восстановления этих игрушек. Но я пока хочу для себя немножко получиться, понабраться опыта, а потом уже, потому что некоторые реставраторы прямо вплоть до оттенка материала восстанавливают. А я пока до этого уровня еще не дошла, но надеюсь, скоро дойду. Да, я думаю, обязательно. Ну, все впереди, Ну и вот, все всё получится. впереди. Алена, спасибо вам огромное. Спасибо, что Вам приехали. удачи, творческих Спасибо. успехов, с наступающим Новым годом. Пусть ваш дом с каждым разом будет все лучше, краше. Спасибо. Ну а мы увидимся в следующих выпусках нашей программы. Всех с наступающим Новым годом. Дарите вторую жизнь игрушкам, не выбрасывайте, храните историю.